Универсиады. Подготовка к ней вышла на финишную прямую. Большая часть объектов готова, на них должны пройти тестовые состязания. Началась продажа билетов. Наша телерадиокомпания предлагает вместе начать отсчет дней до Всемирных студенческих игр. Мы запустили рубрику «Навстречу Универсиаде». Передаю эстафету Евгению Евневичу. Сегодня телезрители узнают, где и когда появился студенческий спорт, зачем более полувека назад игры проводились для разных стран по отдельности и почему в итоге соревнования назвали именно Универсиадой. Студенческий спорт имеет вековую историю. Официально его рождением принято считать 1905 год. Именно тогда в США и прошли первые соревнования среди учащихся вузов. Ну а первые всемирные игры состоялись почти четверть века спустя, в 1923 в Париже под эгидой только созданной французом Жаном Пятижаном Конфедерации студентов. После Второй мировой войны раскол на западные и восточные блоки привел к созданию новых организаций. По одну сторону невидимого фронта ФИСУ, по другую – Международный союз студентов. Так и проводили по отдельности игры для Запада и Востока вплоть до объединения в 1959 году. Именно эту дату и принято считать отправной в истории студенческих игр. И тогда же было принято решение назвать совместные соревнования Универсиадой, производной от слов «университет» и «олимпиада». Проведение первых игр на себя взяла Италия. 26 августа 1959 года в Турине по традиции зажгли олимпийский огонь. Кстати, именно тогда и возникла идея исполнения гимна студенчества «Гаудамоса». В первую программу вошло всего 7 видов спорта: водное поло, баскетбол, волейбол, теннис, легкая атлетика, плавание и фехтование. Именно поэтому и спортсменов было всего чуть меньше 1000. В итоговом медальном зачете среди 45 стран золото завоевали хозяева – итальянцы, оставив позади Советский Союз и ФРГ. А спустя 2 года эстафетную палочку у Турина приняла столица Болгарии – София. Первые после распада СССР игры для россиян прошли в американском Баффало. Их итогом вряд ли можно гордиться. Несмотря на значительное представительство, сборная осталась без золотых медалей, а в итоговом зачете не попала даже в 20-ку, оказавшись позади Белоруссии и Украины. Выводы были сделаны незамедлительно, и уже на следующей универсиаде из японской Фукуоки команда России привезла ровно 50 драгоценных наград. Затем были победы в Пекине, Тегу, Измире, Бангкоке и Белграде. Возвращаясь в недавнее прошлое, точнее к последней универсиаде в Шэньчжэне, с уверенностью можно сказать, что российская команда не просто шагнула, выпрыгнула вперед. В легкой атлетике наши студенты завоевали 2/3 всех наград. Не было равных россиянам и в велоспорте, и в гимнастике, и даже в стрельбе из лука. Завоевали золото и волейболисты. Кстати, ровно через год один из лидеров той мужской сборной, либеро Алексей Обмачаев, стал триумфатором олимпийского турнира. В общей сложности в Китае спортсмены из России 132 раза поднимались на пьедестал почета. От россиян уже на играх в Казани ждут еще большего, ведь увеличилось количество комплектов медалей и видов спорта, в которых они будут разыграны. Но главное наше преимущество – это болельщики. Продано уже чуть меньше половины всех билетов, а значит, на трибунах спортивных арен будет аншлаг. Но это уже совсем другая история. Артисты театра